Более чем в 1,5 раза возросло в России количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями такси. Об этом заявил Владимир Путин на заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации. Президент потребовал усилить контроль в сфере пассажирских перевозок. Актуальность проблемы, поднятой президентом, подтвердила очередная трагедия. На трассе М7 водитель такси на высокой скорости выехал на встречку и в лоб столкнулся с большегрузом. 2 погибших – водитель и пассажир такси. В начале февраля на проспекте Ямашева водитель такси, потеряв управление, на полном ходу врезался в опору столба освещения. Пассажирка скончалась на месте. Теме такси наша программа посвятила не одно журналистское расследование, потому что это напрямую касается нашей с вами безопасности. Итак, что мы сегодня видим на наших дорогах? Такси 3 видов – легальные, серые и откровенно криминальные. Было несколько попыток на самом высоком уровне навести порядок в этой сфере. Но то, что происходит сегодня, говорит, если не о полном провале, то о низкой эффективности принятых решений. Почему я это утверждаю? Наш корреспондент Диляра Юсупова смогла устроиться на работу в такси с поддельным удостоверением, не имея автомобиля и, если честно, не имея реального водительского стажа. И ни разу не встретившись с работодателем. На весь процесс трудоустройства ушло всего несколько часов.